Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, генеральный прокурор Игорь Викторович Краснов, председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин. Мы, родители матери из Уфы, обращаемся к вам за помощью. В отношении наших детей, сыновей, в Следственном комитете по Республике Башкортостан сфальсифицировано уголовное дело, 2 из них помещены в следственный изолятор. 25 ноября 2024 года в Уфе на территории школы-интерната Уфимского кадетского корпуса произошла массовая обоюдная драка школьников-кадетов. В числе подравшихся был мой несовершеннолетний сын Бурков Павел, год рождения 8 июля 2007, обучающийся 11 класса, старшина 2-й учебной роты. Освещение массовой драки детей в кадетском корпусе СМИ и в интернете наделало много шума. На фоне шумихи следователи и прокуроры сделали из обычной обоюдной драки хулиганство и сфальсифицировали уголовное дело. Все выставили так, словно наши дети, учащиеся 11 класса 2-й роты, спланировали, напали и избили учеников 10 класса 4-й роты. А зачинщиком всего этого назначили моего сына. Теперь уже всем известно, что драку никто не планировал, все произошло спонтанно из-за оскорбительной надписи на плацу в адрес 2-й роты, сделанной учащимися 4-й роты, чего они не отрицают. Буквально на плацу написали в матерной форме: 2-я рота – лица нетрадиционной сексуальной ориентации, что явилось причиной спонтанной обоюдной драки. Воспитываемые в духе патриотизма и традиционных ценностей, дети, планирующие посвятить свою судьбу защите Родины, не сдержались и болезненно отреагировали на такое оскорбление. Следствие и прокуратура скрыли несовершеннолетний возраст моего сына. Ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса как взрослому человеку и отправили под арест в следственный изолятор. Чтобы поместить несовершеннолетнего ребенка в СИЗО, нужны веские основания, поскольку у несовершеннолетнего специальная субъектность. Как минимум, при разрешении вопроса о мере пресечения для ребенка имеется обязанность обеспечить ему возможность обучения по школьной программе. Как выяснилось, в Уфимском СИЗО-1 есть обучение детей осуществляется только до 10 класса, а 11 класса у них просто нет. Право на получение ребенком основного общего образования гарантировано Конституцией, но следователь, суд и прокурор, поместившие моего сына в СИЗО, даже не рассматривали, сможет ли мой сын в условиях СИЗО продолжить обучение. Следствию было важно поместить моего сына под арест, чтобы сломить его и склонить к даче признательных показаний, поскольку никаких доказательств виновности моего ребенка у следствия нет. Уже 2 месяца мой несовершеннолетний сын содержится в изоляторе, словно взрослый матерый уголовник. У него нет возможности продолжать обучение. Он подвергается давлению со стороны следователя, склоняющего его признать свою вину. Издевательствам от следователя подвергаюсь и я. Уже 2 месяца он нарочно уклоняется от заверения печатью следственного органа постановления о признании меня законным представителем моего несовершеннолетнего сына. Без этого я не могу посещать сына, в том числе при проведении следственных действий в отношении него. Буквально на наших глазах калечат судьбу невинным детям. Обращаться в Следственный комитет и прокуратуру Башкирии смысла нет. Они и творят преступления в отношении наших детей. Просим вас принять меры к пресечению этой чудовищной фальсификации и издевательства над нашими детьми.